Это частный сектор в авиастроительном районе. В одном из его домов и произошло массовое отравление угарным газом. Погибла 17-летняя девушка и пострадали 4 маленьких детей. В этом доме, как и во всех других, здесь установлены газовая колонка и котел. Сейчас здесь пусто. По словам соседей, в доме проживают 2 сестры со своими детьми. Погибшая девушка была старшей из детей. Ее похоронили сегодня утром. Очень хорошая была. В школе милиции она училась. Очень хорошая такая вот. Она все время здоровалась, все время ходила, помогала, кому что надо нести. По предварительной версии следствия, в ванной комнате, где были установлены котел и колонка, отсутствовала тяга. Именно там несколько часов и находилась погибшая девушка. Газовые колонки установлены во всех соседних домах. По словам жильцов, специалисты приходят регулярно. В последний раз были в октябре. Всегда проверяют тягу. У Горгаза специально есть график, и они время от времени, один раз в год точно проходят. Зима, когда была холодная, может трубопровод покрыться, воздуховод, может покрыться инеем, и когда инеем закрывается, то, естественно, не проходит. Как считают газовщики, холода здесь ни при чем. Газовое оборудование в этом доме проверяли в августе. Тогда все работало, тяга была. По версии специалистов, в момент трагедии тяги в вентканале уже не было, потому что отсутствовал приток воздуха. Форточки были закрыты. Абонентами не соблюдалось правило пользования газом в быту, а именно не обеспечивался приток воздуха для нормального горения газовой колонки, отсутствовала тяга в дымовом канале, которая привело к обратной тяге. Здесь возникают вопросы, как принимать ванну зимой при открытых окнах. Можно ли ставить газовое оборудование в ванной комнате? Нормы СНИПа на них однозначно не отвечают. Это возможно при исправной работе вентканала и обеспечении постоянного притока воздуха. В момент ЧП вся семья находилась дома, пострадали еще 4 детей. С признаками отравления угарным газом их доставили в ДРКБ. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело. По данному факту Следственный орган Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. К делу подключилась и прокуратура. Прокуратура совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства происшествия. Кроме того, на контроль в прокуратуре взято расследование уголовного дела. 4 детей после осмотра врачей отпустили домой. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Дело под свой контроль взял Следком России. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и о первых результатах следственных действий. Алена Струминская, Роман Фенин, ТНВ, Казань.